Добрый день, это Казань и один из лучших баров в Казани – Релап, где в коктейльной карте, что я буду говорить, пускай об этом расскажет шеф-бармен, правильно сказать? Ну, я уже, конечно, передал свои полномочия, так, но по пятницам я стою за стойкой. Пятничный шеф-бармен бара Релап Артур Галайчук, который расскажет нам, что такое карта Релаба. Она очень большая, но ее можно не читать. Почему? Ну, она большая, это сделано специально, чтобы разделить гостей на две категории. Те, кто, начиная читать, понимает, что они запутываются, им проще поговорить с барменом, и это выводит нас на разговор с гостем. Либо вторые, те, кто, например, пришли там поскучать, кому неинтересно с кем-то общаться, в том числе и с барменом, они могут себе полистать. Ну и плюс нашу карту можно забирать с собой, либо оставить в нашей картотеке. И, подписав ее, приходить каждый раз, отмечать те напитки, которые там ты попробовал, что-то понравилось, что-то нет. Там, можем, например... Или вспомнить, что ты вчера пил. Да, и мы можем, например, посмотреть, там, мы периодически перебираем, там бывают всякие смешные заметки, какие-то каракули, рисуют, там, рисунки и так далее. Здесь готовят в том числе коктейли лучших барменов России и мира. То есть, чтобы не ехать из Казани в Лондон, можно прийти в Релап и выпить здесь. Сама идея Релаба была изначально, чтобы сделать бар, где можно было бы попробовать напиток из любой точки. Ну и когда мы Релап открывали, еще не было такого тренда, да, на какие-то открытия каких-то конкретных баров там под текилу, под ром, под еще что-то. Вот, и мы, наоборот, хотели охватить максимально, потому что для Казани это в новинку было тогда, да и сейчас еще остается достаточно актуальным. И здесь по всему бару раскиданы автографы всех тех барменов из Москвы, Петербурга и зарубежных разных городов, да, кто здесь побывал и оставил свой след. Но сегодня Артур приготовит для нас коктейль из страниц, коктейль со страницы... Наша авторская, шотландский чай, когда-то мы делали этот коктейль для конкурса, и здесь сочетание шотландского виски с пуэром, да, пуэр – это достаточно насыщенный чай, и из него получается отличный сироп. Это все-таки чай? У него есть очень хорошее чайное послевкусие за счет пуэра, да, но при этом он категории саур, но он достаточно сбалансирован за счет того, что там есть чайная составляющая, он очень хорошо подсушивает его. Да, поэтому он подойдет очень хорошо тем, кто любит кислое, но чтобы там было немного сладости. Мы используем отличный шотландский купажированный виски, домашний сироп пуэр. Вы просто, значит, чай заливаете сиропом? Не совсем. Мы завариваем пуэр. У нас есть наш друг, который занимается поставками чая из Китая. Мы покупаем у него пуэр, и его достаточно крепко завариваем и вмешиваем сахар и доводим уже до нужного вкуса. Сладкий чай. Ну, сладкий и очень концентрированный. Так, здесь еще используется немного яблочного сока для того, чтобы подсушить его. Ну и немного белка, чтобы придать текстуру правильную. Сколько белков у вас уходит за вечер обычно? Когда-то мы использовали яйца, но сейчас с появлением в магазинах уже пастеризованного белка, который называется удобное яйцо, он в жидком виде, не сухой порошок, ну, по полбутылки уходит. А для чего нужно взбить сначала таким вот микровенчиком, а потом уже для того, чтобы белок смешать с напитком и придать ему текстуру. Кто-то для этого делает просто сухой шейк безо льда, но мы любим сохранять свои силы во время смены, да, чтобы там, когда ты делаешь по 50 шейков в смену, это достаточно сложно физически. Поэтому мы пользуемся венчиком. Добавляем несколько кубиков льда, придаем аромат с помощью лайма. Его же используем на украшение. И немножечко тимьяна для аромата и для внешнего вида. Ну и в стиле суровых и брутальных шотландцев подадим на палете. Мы специально пришли в Релап пораньше, потому что через несколько часов здесь будет столпотворение. А это самый крепкий шотландский чай в мире, который делают в Казани в баре Релап. Самый правильный шотландский чай. Артур Галайчук. И ваше здоровье. Пока.